Вот так эмоционально и трогательно началась встреча матери абхазского воина, отдавшего жизнь за свою родину, с общественным движением матерей Абхазии за мир и социальную справедливость. Вот уж 33 года это движение всячески помогает семьям погибших и пропавших без вести, поддерживает женщин, потерявших своих близких, является подспорьем, плечом, на которое можно опереться для многих в нашей стране. Уже 33 года движение матерей занимается сопровождением семей погибших. Я где-то даже говорила, что многие пострадавшие в этой войне, которые приходят со своими тревогами, со своими историями о своих погибших, называли мини-реабилитационный кабинет. На самом деле он так. Вы сегодня были свидетелями, как мать, чьи какие-то проблемы были не решены где-то наверху, в вышестоящих инстанциях, она пришла за помощью к нам. Проблема, с которой пришла мать Мурмана и Дади Гварамия, легендарных бойцов группы «Дед», касается перезахоронения Дади, кавалера ордена Леона, сложившего голову за свободу своей родины. Вы знаете, что в Парке Славы были изначально похоронены те, которые были неопознаны. Но так случилось, что почему-то это вот такое, для некоторых, так считали они, что это престижное место, и стали хоронить и своих доблестных сыновей. Вот в данном случае вот эта Дади, известная песня, вы знаете, о Гвараме, он кавалер ордена Леона. Его мама, Валентина Тимуровна, пришла к нам с просьбой, потому что где он похоронен, место очень далекое, и оно там оползневой участок. И она просит, чтобы его, если он действительно герой войны, пусть он будет похоронен со своими друзьями в Парке Славы. Но вот ее это прошение было оставлено без внимания. Но я больше чем уверена, что нынешнее руководство, во всяком случае, высшее его руководство об этом, наверное, не знает. И вот, хотя, как она говорит, в парламенте вся вот эта, проблема, изложенная вместе с его биографией, с ее просьбой, там лежит. Но почему-то к нам они ответ не получили. Надо дать ответ. Или да, или нет. И вот этим мы будем заниматься. Работа движения матерей Абхазии за мир и социальную справедливость всегда была разносторонней, всеобъемлющей. Годами участницы движения помогали и сопровождали семьи погибших по самому широкому ряду вопросов. А в этом году начал работу проект «Сохраняя память», в рамках которого планируется не только рассказать истории тех бойцов и матерей, о которых мало знают, но и вести активную совместную деятельность с организациями Северного Кавказа. Весь наш накопленный опыт, конечно, мы хотим передать молодому поколению. У нас был проект до этого из поколения в поколение. Сейчас сохранение вот этой памяти. И к нам обратились северокавказские матери, в частности, Союз женщин Дагестана, чьи мужья и дети воюют сейчас вместе с нашими доблестными воинами, отвоевывают вот этот русский мир в СВО. И вот они перенимают у нас этот опыт, и мы с удовольствием этим делимся. И вот этот общий проект у нас дальше будет продолжаться. «Сохраняя память» – проект масштабный и в первую очередь социальный. Ведь истории героев кровопролитной Отечественной войны народа Абхазии будут не только сохранены в веках, но и переданы подрастающему поколению. Работа со школами также будет проводиться. Не все мамы вот так публичны. Это те, которые, конечно, к нам больше мы привлекаем, они как-то уже более так раскрепостились в этом. Но есть в селах, в отдаленных районах Абхазии, которые не очень это хотят. Мы хотим, чтобы никто не остался. И вот в этом смысле, конечно, этот проект вот именно нацелен на то, чтобы узнать истории тех, о ком еще не сказано. Это очень важно, потому что никто не должен быть забыт. Вот никто не должен быть забыт, и ничто не должно быть забыто. Проект «Сохраняя память» был поддержан в рамках конкурса «Созидатели Абхазии». Рада Чачава, Инала Гухава, Абаза ТВ.